Ну, здравствуйте. Извиняюсь, что был звонок важный. Надо было ответить. И салам алейкум всем. Сегодня 25-й день война. Извиняюсь, если поставлю нормально. Сегодня 25-й день война в Украине. Конечно, бомбежка. Сколько убитых детей. И все остальные. Я как сказал, я звонил Казахстану, знакомому своим, да, всем. Вот, мне дал сила, что все матерей казахов, казахстанские мамы, они, скажем, сказали, что порвут того власта, который отправляют туда их детей. За что они отправляют? Вот, за того, что убить украинцев, они никогда не отправляют своих детей в Казахстан. Если власть попробует, и будет хана. Вот это дал мне сила и уверенность, что все матерей Казахстана, они не дадут своих детей убивать. Особенно сказала, что Токаев-то отправляет защищать Россию от Украины, скажем так, да? А Токаева здесь кто будет защищать? Понимаете? Так что весь казахстанский мама, женщин, мужики, отцы, батырлар, все вас, вот, я поддерживаю за это слово, что вы не будете идти воевать, защищать Путину. Пусть они, которые вот в Москве такой амбалы, который есть, женщин бьет, пусть это они идут на войну, да, пусть они в войне идут, пусть они воюют. Москва-то ихний. Они же хотят, чтобы в России был порядок. Пусть они идут. Действительно, вот моя жена правильно сказала, пусть они идут. Что женщины бьет на площади? Да? Так и амбалы двухметровые. А срочников все отправили в войну. Профессионалов оставили в Москве, в центре, чтобы бить русских женщин. Почему? Потому что солдаты не бьют женщин. А это амбали, они бьют. Вот пусть они идут. Пусть они идут и воюют. Если им так бандеровцы угрожают, если они так хотят избавиться от бандерцев, пусть они идут. А зачем казахстанам, казахам идти защищать Москва, Россия? Не знаю, что это. Так что это слово дал мне очень сильно поддержка, сильно уверенность, что я разговаривал около 15 человеком, точнее сказать 13. Вот. И 14 не брал трубку. Ну, брал, не было время. Потом звони, а потом не звонил, так не стал звонить. А 15 не брал трубку. Знакомые мои. Вот это матерей казахский мама, казахстан анасы не дает детям свою. Они выходят на площадь конкретно. Вот, и будет хана. Поэтому я думаю, ну не на 100% будьте уверенным, но будьте уверенным где-то на 80%, что Казахстан не может отправить войска. И в том числе Таджикистан тоже не может отправить войска спасать Путина. Максимум отправлять 200 солдатов, не больше. Максимум 200. Если Казахстан тоже отправляют, то не солдаты, максимум там 200-300 наемников, не больше. Допустим, пусть будет 400 наемники, которые служат, они вообще-то
может быть, они и не казахи. Понимаете? Из разных стран, которые за деньги служат. Наемники максимум 400 отправляют. А солдаты казахские и не пойдут туда воевать. Только вот наемники, может быть. Таджикистан максимум 200 может отправить. Там-то тоже надо защищать яблочко Рахмонова. Кто-то должен защищать. Рахмонов никогда войска сюда не отправляют. И тем более конфликт между Киргизстаном и Таджикистаном тоже граничная зона. Там конфликт. Он не может отправить. Так что я очень много пробивал вокруг, что будет, что будет. Я как-то тоже сам 80% себе дал уверенность, что то, что говорят, что Казахстан отправит армия, тот отправит армия. Нет, максимум 300-400 наемников. То 300-400 наемников, скажем, ну, 3-4 ВСУшники Украина, все, их отправляет обратно в Салафанов домой. Я гарантии даю, потому что я вижу, что какой бой идет. 3, ну, может быть, 3 будет тоже много. 2 ВСУшника украинских, их всех отправляют в пакетах домой, обратно. Потом я посмотрел видео, почему я всегда делаю это видео на дорогу, потому что сейчас у меня проблема своя тоже. Я не могу эту проблему сказать, потому что я все время уже нахожусь в дороге. Я посмотрю видео, то, что происходит в России, да. Я одну понял, русские солдаты, я вам хочу это сказать, и вот обязательно слушайте. Вы хотите защищать Россию, да? Вот для меня очень интересно это. Какую Россию вы хотите защищать? Кого? Какую Россию? Никакой. Никого. Женщин, бабушек. Они наплевать на вас. Они в последнее время, ну я когда был, скажем, такой пацаном, да, ну у нас были много баранов, я пасел баран. Много были, очень много. Вспоминать не хочу. У нас тоже были тогда много собаки, штуков, наверное, где-то 18 собаки были. И еще 3-4-5 маленькие такие. Мы всегда, когда, чтобы замен, были такие маленькие, чтобы когда умирает, и тот растет. Вот мы кушаем что-то, какой-то кости, бросаем туда, да? И это собаки дрались между собой за кости. Я сейчас вижу за килограмм сахар, вот так как собака друг друга дерется. Один возьмет себе в тележку, а другой русский дед ворует оттуда, от бабушек. Им плевать на вас. Чем вас дороже для них килограмм сахара. За кого вы просто воюете? Кого вы хотите спасать? Звонит русским матерям, говорит, ваш сын в плену. И тот говорит, сынок, не переживай, Путин тебя спасет. А я пока побежал, говорят, здесь сахар раздают, сахар привезли. Я пойду пока скупляюсь сахаром. Понимаете, что идет? Вы защищаете русских бабушек, русских матерей от дедов, а им на вас плевать, что вы умираете, груз 200, не знаю, без разницы, понимаете? Это без разницы. А они в магазине за сахар дерутся. Не за своего сына, не за своего ребенка. За килограмм сахар.
Понимаете, русские солдаты, очнитесь. Вы тут сдохнете. А там бабушки говорит, сахара нету. Не говорит, что у меня сын нету, у меня внук нету. Там воюет, он голодный, он холодный. Или, может быть, они на вас варенье готовят, да, чтобы вы с победой вернулись, или поражений, чтобы вам вареником дал, да, накормил, с вареньем накормил вас. Килограмм сахара для ваших матерей дороже, чем вас. Поймите, русские солдаты, килограмм сахара дороже, чем вас, на ваших матерей, на ваших бабушек и на ваших дедушек. Вот теперь идите, воюйте, за кого вы воюете. Война в Украине. Я не видел, что украинский бабушку за сахар так захватился. Понимаете? Война в Украине находится, бомбардировка, вот бомбят везде. Украинские бабушки адекватно стоят в очереди. Если там есть 10 кило сахаров, да, они по ложечку между собой делят. Понимаете? Где нацизм? Нацисты между собой делят они сахар. Они не голодные, они не прыгают друг к другу. Ё-моё, позорный, позорный. Держава, да? Держите, чтобы сахар не упал от тележки. То, что я видел, это кошмар, это позор, который солдат воюет ради этой бабушки, а эта бабушка плевать это солдату, идет в магазине, драка за сахар. Понимаете, что творится? Я пока не знаю, вот наши граждане в Таджикистане так сильно молчут, такой тихонько сидит там, пинги не делают, да? Я не знаю, как они живут там. Они как там живут, чем питаются они. Если такие русские бабушки так голодные, а я не знаю, они чем питаются там. Здесь интересно, знаете что? Одна бабушка от тележки возьмет на свою тележку, да? Обок стоит две бабушки и два-три деда, да? Они воруют оттуда. Вор! Ворует чья-то там сахар. Такой голодный. На 1 килограмм сахара, вот, не говорит, вот я одну пачку возьму, да? И пусть другие тоже возьмут. Я видел, как украинцы одну хлеб делят между собой. Заходите, видео смотрите. Русский держава. Знаете, когда будет держава? Когда люди друг друга держат, поддерживают. Когда между собой люди делят свой хлеб, свой сахар, свой... Вот, то, что кушают люди, делят между собой. Вот тогда будет держава. Поймите, русские уже, не знаю, наверное, на ядерной кнопке тоже такой же сейчас драка идет. Шойгу и другие, что я нажимаю. Позорно, очень позорно. Я видел, как украинцы между собой делят хлеб. Один хлеб делит на 4 человека. На 4 человека вот ломают, отдает. На, ты тоже кушай. Я вижу, как украинские бабушки, как украинские женщины не кушают сами, кормят своих солдатов.
Понимаете? Что такое война? Что такое защита? Вот украинские женщины, они понимают, что это солдаты их защищают. Надо их кормить, обувать, одевать, чаем напоить, горячие блюда давать им. Прямо в поле боя, поле бой, бомба. А украинская мама пекла пирожков горяченьких, чаем. Бегает по полям, под бомбом, кормить солдатов. Давать кушать, давать чай им пить, чтобы на мороз не замерзли. Кушали, ситенькие были солдаты. Держали. Вот это. А вы там в Москве что, между собой сахар не можете делить, да? Ах, русский держава, ах, русский держава. Молодец, Путин, ты до чего довел это людей, да? Честно, вот. Иногда, вот, я смотрю, вот это вот лев, да, стая львов, там, волков, что-то какой-то добычу бьют, они между собой делят. А шакал не делит, они вот возьмет, убегают, вот кто сколько сможет, столько кушает. Там, знаете, вот у шакалов такой же привычка. Вот сделали русских народов, как шакальная привычка у них уже. Как шакал делали, честно я говорю вам. Это просто позорно. Это очень позор. Мировой позор. Что вы говорите, что вы победите. Вы свой навс не можете победить. Стоите километровой очередь за продуктами, за картошками или за чего-то. Километровую очередь. Еще такой дебили там есть, да не снимай нас, не позор нас. А какой позор еще? После такого позора еще какой-то позор есть? Солдаты умирают. Бабушки, матерей их, отцов, дедов, да? Они за сахар дерутся. Они за жизнь своих детей, что они в поле боя умирают. Не выходит, не митингует за своих детей, но они за сахар митингуют. Дайте нам сахар, дайте нам сахар. Ёпаный жизнь. Я сказал потом, пересетей, да? Полностью алфавит сказал. Что это за держава? Что за народу держава, который вот такой, они за сахар друг друга жрут, друг друга убьют. Они ради своих детей, понимаете? Они ради детей. Пусть дети умирают, ничего страшного, зато пару ложечку сахара будет эконом. А он живой придет, тут еще сахар будет кушать. А откуда сахар? Да? Точно, такой лозунг. Сейчас идет в России точно такой лозунг. А зачем там? Зачем этот твару вернуться живой в Россию домой? А он вернется сюда, а сахара мало, а им надо давать сахар. Я не хочу свой сахар отдавать сыну. Вот такой лозунг, наверное, походу. Походу вы с таким лозунгом живете себе на родине. Путин, скажите, не тратить миллиард на бомбу, чтобы убить украинский народ, пусть на это деньги привозят вам, купит где-нибудь сахар, чтобы вы за сахар не дрались. Это всего лишь сахар. Но я вижу, что это сахар дороже ваша жизнь ваших детей.
для вас, русский. Желудок ваш дороже ваших детей. Вы до того зомбированы стали, честно говорю, до того Соловьев вас зомбировал, да? Это уже непередаваемыми словами. Словами непередаваемы. Я не могу как это описать вам. Когда у тебя сын там голодный, холодный, умирают, русские солдаты сдаются в плен, чтобы кушать. Ёбаный в рот. Я звоню в Украину, у меня тоже знакомый. Я говорю, давай я приеду. Мне говорят, когда надо будет, наверное, приедешь. Я говорю, что как это пленники? Ну, говорит, голодный кушать придет. Сдается себе, говорит, чтобы кушать что-нибудь. Голодные они. В поле боя солдат голодный. Нет, кушать. Все, что есть какой-то там кушать, ну, где-то, наверное, далеко-далеко завоеванным территориям уже как-то тихо, там нету украинских солдатов, украинских какой-то войска, чтобы с ним воевал. А там, говорит, чеченцы там какой-то спектакль строят, уже забомбили этот дом 2 дня назад, уже горит, уже потух, дымит просто, а там сверху какой-то огонь еще сами строили, и под домом, говорит, стоит и пустой дом, стреляют, никого нету. А потом там в подвале какой-то ребенку с женщиной туда там парочку отправляют. И как будто они спасли это женщину, это ребенку, как будто они спасатели. Вот сценарий мне говорит, смотри, какой сценарий там идет. Все в кучу стоит, это война, говорит. Все в кучу. 15 на этом, 15 за машиной. И стрелять в пустой дом, ответный удара нету оттуда. Никто на ответ не стреляет. Еще спокойно командующий ходит туда-сюда, туда-сюда, не укрывается там. Понимаете? Разве, говорите, это бой, это война? Реально. С кем они воевали? Если они воевали бы, они убили бы кого-то там. Если захватили бы, освободили бы, они обязательно внутрь заходили бы, снимали бы, трупов снимали бы. Они показали бы, как они делали раньше. Все они это делали бы. Ничего, говорит, нету. Пустой дом. Ну, у них, говорит, еда, наверное, очень хорошо, говорит. Что они хотят, там все есть. А русские бабушки там дерутся за килограмм сахара, а там у них все на столе есть, кушает. Они как в 41-45 году, говорит. Я реально. Почему русские солдаты обратно не идут? От страха чеченского вот эта группировка войска, говорит. Они обратно идут, их убьют, говорит. Поэтому это солдаты и тут умирают, и там умирают, говорит. Нет у них назад вариант. Как в 41-45 году, говорит, вот отправили все азиатов вперед, и за ним русские. Кто назад, и русские стреляли. А кто вперед, гитлеровцы стреляли. А кто назад, сталинцев стреляли. Вот это вот азиатов, толпа как баран, не знали, куда идти, поэтому очень много потерь, это азиатов умерли. А кто-то не хотел воевать обратно, и бах. И за ним группировка ехали. Вот чеченцы, говорят, сейчас на этой позиции стоит. За ним. Не в поле боя. Это не мои слова. Это военного человека из Украины. Они стоят, говорит, за ним. Если кто-то бежит обратно, и они могут убить этого. Вот тот сценарий сталинский, сейчас остались сами русские под этой сценарий. Вот идет поле бой, несколько километров. Они за ним стоит. Кто обратно, бабах, на место. Тебе нельзя вернуться обратно. Тебе или идти или победа, или смерть тебе. Вариант третьего нету. Поэтому русские солдаты боятся, говорит, идти. Сдаются они,
У них кушать нету, а там они шишкуют, кушают, кайфуют. Сменами они контролируют, чтобы обратно солдатов не убегали, не убежали, чтобы не жаловались. Понимаете? Вот сценарий, сталинский сценарий сейчас идет в Украине. Русских солдатов вперед, а за ним сейчас, говорит, кадыровские войска стоит. Кто обратно, бах, юж нету. Как говорят поляки, юж, конец. Вот такой, говорит, ситуация. Это не мои слова. Это слова офицера, который изучает эту ситуацию в войне, изучают. Вот они так говорят. Вот эта ситуация, это реально. Солдаты русские сдаются ради, чтобы от голода не умирать там. Вот где захватывают, да, они воруют там все, что, там есть свинья, там есть корова, там есть баран, там есть кур, там есть говно. Что есть, они кушают это. Они захвачены территория на поле, говорят, у них кушать нету. Они иногда захватывают какое-нибудь село ради, чтобы кушать там. Они захватить эту территорию, чтобы поставить российские флаги, сказать, вот, победа. Такого нету. Они идут, говорит, от голода воюют, чтобы оттуда взять что-нибудь кушать. Захватить какое-то село и кушать. У них не война, у них голодование. Вот как будто в России нету хлеба, отправил всех, идите где хотите, вот убейте, возьмите, кушайте, умерите там, чтобы не приходите обратно в Россию. Не надо вам, нету пути обратно. Вот точно сценарий в 41-45 году. Вот солдат в поле боя, голодный, все азиатов, казах, киргиз, узбек, таджик, голодный. Это мой дед мне это рассказывал. Я это сейчас вспомнил. Когда он мне рассказывал, мой дед тоже свой вот, руку половину оставил это в 41-45 году, защищая русских, Россию, великую державу защищая, он половину свою руку оставил в поле боя и потом вернулся. Он рассказывает, вот спокойно говорит, что кушать нету, ничего нету, оружия нету. Есть несколько оружия, на 10 человек один автомат. Вот это вот. На 10 человек. Не на один, не на два. На 10 человек. А там если 100, то 10 штук автоматов там. И еще какой-нибудь, ну, какой-нибудь еще, скажем, оружие еще. Вот только, говорит, мы слышим «Ура! Ура! Ура!» И нам надо вставать и бегать, говорит. А назад тебе стреляют. Хочешь с топором, хочешь, не знаю, с палком. И бегать на немца, говорит. И другой стороны, говорит, такой голодный мы, говорит, уже варианта нету. Стоим, говорит, голова кружится. Кушать нету, не предоставляет, ничего. Иногда мы убивали немцев, говорит. Не ради того, чтобы мы воюем с ними, и нам надо убивать их. Просто мы убивали, и его вот это кушать забрать, и то, что у него есть, паек, чтобы это кушать. Это история в 41-45 году. Мы охотились на немца, говорит, не того, чтобы убить или воровать хоть хотя бы его паек. Если так не получается, мы убили это немца, говорит, и его паек воровали и кушали. Потому что не было у нас еда. Вот убьешь, возьмешь оружие, и его паек и кушаешь, и останешься живым. Вот такая ситуация в 41-45 году. А сейчас этот сценарий точно идет в Украине. Ты голодный? Давай, захвати это село, и там что есть покушаешь.
Не хочешь, сиди. Сиди не хочешь. Не воевать не хочешь. Умирай от голода. Оттуда тебе подставка нету, еда. Назад идешь, тебе убьют, стреляют. Вперед идешь, тебе убьют украинцы. Потому что ты с оружием. Или ты сдаешься, чтобы тебе накормили. Или ты захватываешь какое-нибудь село и оттуда какой-нибудь хлеб или там курки, что-нибудь. Все убивать и жрать там. Вот такой, говорит, сценарий. Это не я говорю. Это то, что есть там. Люди это говорят. Русские солдаты. Думайте, что вы делаете. Бросает вас произвол судьбы, просто на мясо бросает. Вот вы сидите там, и вам не снабжают, и не кормят. Нет ничего. Вот дали автомат, дали пушку, дали танки. Кушать хочешь, иди. Иди там захватить село какое-нибудь и кушай там. Что есть, что найдешь, кушаешь. А там в магазине бабушку дерутся за килограмм сахара, дорогие русские. Вот такой позорный вы стали на весь мир. Видите, какой позор бывает. Не зря говорили, что патриотизм уничтожают тебе. Не надо быть таким сильным патриотом, чтобы весь мир тебя ненавидел. Надо любить себе и тоже надо любить других, как ты себя любишь. Уважать надо других, как ты себя уважаешь. Сколько ты себя оцениваешь на этом свете, других тоже надо. Вот так, как ты себя оцениваешь, вот так надо оценивать. У нас в Таджикистане тоже это есть. Это очень, очень большая проблематичная. Гитлер тоже вот с таким темпом нацизмом вот людей настроил на самолюбие, чтобы они кроме себя не видели никого. Вот русский был точно так же, они кроме себя не видели никого. Убивали, унижали людей. Даже убили таджиков и сверху писали еще. Убили таджиков, мертвого таджика, в жопу палку воткнули и снимали видео. И еще они снимали, как убивают таджиков, таджикистанцев. Они снимали это на видео. Вот так их натравили, что русские, такие люди, патриоты, которые кроме русских на этом свете остальные никто нету. Вот это происходит немножко в Польше тоже есть это. Они очень на патриотизм воспитывают детей. Не, правильно надо воспитать. Но я говорю, слава Аллаху, что мои родители не на патриотизм растили. Они сказали, вот ты человек, он тоже человек. Что ты любишь, он тоже любит. Жить ты любишь, он тоже жить любит. Хорошую жизнь любишь, он тоже любит. Ты себя уважаешь, его тоже надо тебе уважать. Вот так меня растили. Вы сами себе губите скоро. Это должен был бы урок на весь мир, как Гитлер настроил народа на патриотизм. Вот это не надо было дальше продолжать стиль Гитлера, чтобы настроить детей на сильный патриотизм, самолюбию, что русский, кроме русских, никого нету. Вот такой идет кирдык в России.
А сейчас не знаю, что будет дальше. Я думаю, лучше солдаты сдадитесь, лучше. И будете сытым там, и будете в безопасности. Потому что когда вы сдаете себе в плен, вас не убьют там. И вы можете защищать далее своих братьев, своих э, матерей, своих бабушек, дедушек от вот это вот, не знаю, как это правильно назвать, вот это путинизм можно назвать, или самолюбие, который настроили, салавиотизм, от этих рук, чтобы защищать своих матерей, дедов, бабушек, вы должны брать оружие, воевать вместе с украинцем против этого нацизма. Нацизм в Украине нету, это в России есть. Вы должны, русские солдаты, в данный момент воевать. Я знаю, вам нельзя телефон, вам нельзя интернет, не положено. Вам дает кнопочный телефон, чтобы разговаривать со своей женой или... Вам нельзя посмотреть интернет, нельзя знать, что творится в мире. Смотрите, украинские солдаты. У них все смартфоны. iPhone, Samsung, последний модель. Тоже солдат. Им положено каким-то образом, чтобы они знали, что идет в миру, да? Чтобы они в этой направлении двигались. А вам нельзя. Вы сами заложники под какой-то устав, конституция, военный. Заложники вы. Под какой-то лозунг. Что вам нельзя, это нельзя, третий нельзя, четвертый нельзя. Понимаете? Так что освободите себе, русский солдат. Возьмите оружие, воюйте обратно. Обратно освободите. Почему вы, солдаты, бедные, умираете в поле боях, голодные, холодные, а какие-то амбалы, хороший одет, сытые, жирные, животами, в России, в Москве, тоже они же как-то русские. А почему они воюют с вашими матерями, а не с украинцами, а не бандеровцами, а солдат голодный в поле боя? Это просто позорно. Думайте, русский солдат. Я знаю, вам это такие видео посмотреть, наверное, через 100 лет будет. Вашим, наверное, правнуки будете это видео смотреть. Потому что до этого вам не положено посмотреть видео солдатам. Или офицерам какой-то. Вы просто за желудку продали себе и свою родину. Вы державность продали за желудок. Какой-то, не знаю, предатель вас командует. Я не знаю дальше, что будет у вас, но уже 25-й день война, а у вас уже кушать нету, уже бабушки за сахар дерутся, да? А если это будет 50 дней, 50 дней будет продлить, я не знаю, вы что будете кушать. Наверное, вы начнете друг друга кушать. Вот такая ситуация будет у вас. Так что, дорогие россияне, держитесь друг друга руку и выходите в площадь. Вот. Эта война вам добро не дает. Это война. Вы будете только голодать, холодать. Я понимаю дальнейшие планы. Я тоже не дурак, не долбоеб. На дальнейшее хочет напасть на Европу, Путин хочет напасть. Но при этом он ошибается это делать. Он уже ошибся, первый шаг, напасть на Украину. Мир всем миром, да. Русских матерей, чем русских бабушек, русских дедушек, чем идти друг другом воевать за килограмм сахара, выходите на площадь
За жизнь ваших детей, которые там они голодные стоят, у них обратно пути нету. Если они обратно идут, кадыровцев будет стрелять их. Если вперед идут, украинцы будут стрелять. Они остались, вот остались на серединку, да, у них никакой пути больше нет. Вперед смерть, назад смерть. Они заложники. Заложники. И кушать нету. Вот только они ради желудок захватывают какое-то село, чтобы кушать, что там есть, не умирать от голода. У меня все, думаю. Всем салам алейкум. И генерал Симусу, Зеленский, и всем военнослужащим украинской армии. Я недалеко от вас. Здесь, в Варшаве. Всего лишь 500 километров. 5 часов езда, что я буду рядом с вами. Пока ждем ситуацию. Если тот день будет Таджикистан отправить свои войска, я точно же на то фронту буду воевать, где есть таджикистанские наемники. Я не один. И еще сотни или тысячи таджикские мужики готовы воевать с ними. Они ждут по всему европейской территории. И тот, кто есть таджики в России, я не знаю, какая у вас ситуация. Вы на коронавирус так жаловаться любили, а на путановирус сейчас вы не жалуетесь. Какая у вас ситуация? Голодный вы, холодный? Вы каждый раз любили просить: о, помогите, брат, альхамдулилля, голодный естем, холодный естем, квартира не естем, работа не естем. Каждый раз вот так вот любили жаловаться. А почему-то в этот раз вы такой миленький сидите, как будто прям в Америке живете, такой тишины. А почему нет видео? Почему не говорите, вы работу теряли? Почему не говорите, у вас сахара нету? Или сахар только на русской бабушке нету? У вас есть сахар, да? Или картошка только у русских бабушек нету? У вас есть. Да? Хлеб, яйцо только у русских бабушек нету, да? У вас есть, да, таджикистанцев, которые в подвалах живете? А нормальные люди в домах живут, которые у них нету, а вы в вагонах живете, в стройке, а у вас вроде бы все есть. Я знаю, у вас 10 раз хуже, 100 раз хуже, чем это русский бабушек. Но вы от страха сидите там и молчите вот так. Не снимать. Не надо. Шикронака ходора. Ходора шикронака бхаминуна. Ходора шикрк ролтон бха. Даже в России ролтон по 10 штук продает. А лишний купить нельзя. Я не знаю, там таджики как живут там. Но все равно я бы просил бы, чтобы снимайте свою жизнь и теперь выкладывайте в интернет. Какой у вас сейчас хреновый или хороший жизнь? Не будьте трусливым. Чем жить на этом жизни, конченным, трусливым быть, жить, да? Умирай гордо, молодой. Быть пидоразом позорным на этом жизни, вся жизнь кто-то до твоей, блядь, 90-70 лет показывал тебе в пальцами, да? Вот это пидоразы, вот это конченый. Вот это мрази, вот это. Нигде у тебя не автобусах, нигде у тебя уважения нету. Лучше умирай, чем от такого жизни, чтобы... Вот я один пример вам даю. У нас в 91-95 году у нас тоже были война, у нас тоже были очень авторитетные люди, хорошие даже, вообще-то шикарные. Ну, из них несколько их умер во время войны. Вот после войны, то есть друг друга тоже убили, умер. Сангак Сафаров и других.
А остальные остались. Они очень авторитетные как-то остались. А через какое-то время такой опозоры не стали, такой опозоры не стали, такой зачумары не стали, такой. Сейчас, знаешь, вот иногда я думаю, а, вот, вот баран, да, у барана есть обру, а у них нету, да, честно. Вот такой опущенные стали, вот такой вот зачумаренным стали, да. Иногда я говорю, вот Сангак Сафаров, да, лучше ты со своим авторитетом умер тогда. Вот и других, да, лучше ты умер. Вот такого позора ты не видел. Вот если ты был бы жив, вот такой позор не был бы. Зачумаренный ты был бы. Я думаю, иногда лучше бы эти пацаны умерли бы со своим авторитетом, когда у них были. Вот мы всегда вспоминали их как авторитетные люди, как мужики вспоминали. А сейчас вспоминаем как петухи. Понимаешь? Вот как петух просто, опущенный петух. Вот чтобы чем быть таким опущенным петухом, да, лучше умереть, и ты остаешься в воспоминаниях людей, ты какой-то нормальный, храбрый мужик. Мужиком, понимаешь? Вот это я всегда думаю. Поэтому народ Таджикистан, пацаны из Таджикистана, которые работаете в России, снимайте вашу жизнь и давайте, чтобы мы видели, что творится у вас. И собирайте чемодан и, как говорят польский народ, до видания, до дому. Все, домой. Валите домой. Уже Россия больше вам ловить нечего. Вы будете там голодным, холодным. Если бабушка нет сахара, да, вот то вам будет ничего. Вот так, ничего нету, ничего не будет вам. Если бабушки голодные, то вам такие, ничего нету. Давайте, валите домой и будем сделать у себя дома что-нибудь, хоть как-нибудь, будем жить и сделаем переворот у нас. Это начало переворота. Это переворот будет идти Казахстан, Узбекистан нормально. Киргизстан тоже нормально. Казахстан, Туркменистан, Таджикистан будет идти так и так. Дальше. Так что всем салам алейкум. Еще следим за новостями. И посмотрим, что будет, за чего будет русские бабушки драться. Ну, напоследок я скажу, русский солдат, килограмм сахара дороже тебе, на твою маму, деду, бабушку, ну, папу твою. Килограмм сахара дороже тебе. Думай, за чего ты воюешь, за кого ты воюешь, за что ты умираешь. Сами себе делайте заложником своей судьбы и своей жизни. Думайте, и дальше будет хорошо. Сдавайте себе плен, чтобы не умирать от голода.